показываем. Следующий раздел сведения об основаниях. Это договор, например, в данном случае мы написали договор. Это если гранты финансирования, показывается договор с заказчиком, потому что когда вы после конкурса заключили договор с комитетом науки, вот этот документ вы показываете. Сведения о правах, процентах указывается. Сохраняйте все данные, переходите в следующий раздел. Это раздел сведений о правах, о полученных результатах. Для этого заполняются все данные о правах, по охранным документам данные, по номеру охранного документа, объем прав, территория, срок действия. На русском, на казахском все данные заполняются по охранным документам и сохраняются. Это заполненная форма, как образец мы показываем. Следующий раздел сведения о авторах. Сведения о авторе. Система выбирается, по авторам данные заполняется. И есть авторы разные. Например, если этот исполнитель, ответственный исполнитель, вы выбираете из системы и фамилия, имя, отчество показываете в системе. И каждый автор результата подтверждает через ЭЦП. После подтверждения ЭЦП авторами выходит для руководителя проекта выходит окошко для подачи заявку. Для этого руководитель проекта подписывает через ЭЦП. После этого переходит результат на подтверждение руководителю организации. Руководитель организации подписывает через ЭЦП результата. После этого будет статус «Отправлено». После этого нашими сотрудниками все данные, как всегда, все проверяется на правильность заполнения формы. И после этого, если все правильно, присваивается номер госрегистрации. А если какие-то имеются замечания по заполнению формы, тогда нашими сотрудниками отправляется на доработку. Заявитель редактирует, все замечания исправляет, заново подает. После этого присваивается номер госрегистрации. По заполнению формы я все полностью показала. Если у вас есть вопросы, можете задавать. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? У меня есть вопрос, где будет доступно это видео, потому что я подключился в середине, почти под конец. Где будет доступно это видео? Уже доступно, мы уже на сайте Наука.кз, на сайте нашего центра размещена презентация. Позже будет на казахском языке. Следующий вопрос, пожалуйста. Можно вопрос? Можно. Так, это ТО Южный. Вот, например, вопрос. Если руководителя этой программы в настоящее время в нашем институте нет, ну или, например, он отказался, как мы можем подать по этой программе на РНТД? По нашим правилам государственного учета отвечает за выполнение работы, за выполнение проекта отвечает руководитель проекта и руководитель организации. Поэтому подает на государственный учет только руководитель проекта и подтверждает руководитель организации. А если руководитель организации меняется, в системе вы письмо отправляете в наш центр, и меняется руководитель организации. Микрофон у вас выключен, Марьям. Марьям, микрофон. Я имею в виду руководитель организации, это понятно. А если руководитель проекта, ну вот, например, он недоступен,
а эта программа на него зарегистрирована. Вот в таком случае как быть? Тогда руководитель организации может отправить. От имени руководителя организации можно отправить. Да. А Все, спасибо. если там патент, то должен быть какая-то договоренность, да? Да, Дол- да. Патентообладатель кто? Кто Организация? юзер? Да, организация. А все это Тогда проблема. организация подает. А вот мы к вам звонили вот вчера насчет, вот, например, отчета за 2014 год. Вот у нас появились хозяйства, заинтересованные лица, нам нужно получить РНТД. Еще раз я говорю, согласно нашим правил государственного учета, все РНТД, проекты, отчеты, все подаются на государственный учет согласно правил через информационную систему. Хорошо. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Добрый день, можно вопрос? Да-да. Там вот вы сказали, что нужно указывать номер договора. А если работа выполнена в рамках ГФ, ПЦФ, это понятно, да, какой номер договора? А если работа выполнена в рамках инициативной темы, то какой номер договора нужно ставить, если без договора выполнено? У вас есть подтверждающий документ, например, вы, когда регистрируете проект, вы прикрепляете выписки из протокола, номер выписки из протокола покажете и напишите это выписка из протокола. Хорошо, спасибо. Еще есть вопросы? Сұрақтарыңыз бар ма? Еще у меня один вопрос. Можно задать? Да-да, конечно. А если из проекта выходит несколько, например, ну, как всегда бывает, несколько патентов, несколько разработок, и мы столкнулись с тем, когда хотели подать на коммерциализацию, и там получается, что, то есть если мы один раз подаем, уже второй по этому проекту не можем. Может быть, мы неправильно что-то делали? Каким образом вот обойти вот это, чтобы что разные там, например, задачи выполнялись и разные там патенты. И мы хотим, например, в разные потом проекты подать это. РНТД отдельно делать для каждого или же делать все-таки для всего проекта, а потом, ну вот как правильно вот сделать? Могу дать Делать РНТД. Смотрите, если у вас один проект, в одном проекте несколько результатов, вы можете несколько раз зарегистрировать. А если у вас несколько проектов, каждый проект отдельно можете. Это у вас, значит, получается инициативного характера, да, проект? Нет, это по госпрограмме был, по ПЦФ, но так как там было достаточно большое количество задач, и выходит, естественно, несколько это, таких моментов, которые мы могли использовать, и у нас несколько патентов. И то есть мы тогда должны каждый, вот то, что касается разработок, каждый патент отдельно, как для РНТД сделать, да? Правильно я поняла? Смотрите, вот если ПЦФ, у вас одна программа, если один проект, тогда, конечно, вы можете результаты несколько раз зарегистрировать. В рамках результата бывает несколько охранных документов. Я только что показала, если у вас имеется в одном результате несколько охранных документов, вы можете несколько охранных документов указать. А если у вас в одном проекте несколько результатов, вы можете каждый результат отдельно зарегистрировать. А если Ссылаясь на этот проект. Еще раз. Но ссылаясь на этот проект, то есть номер может повторяться. Да, ссылаясь на этот проект. Вы Поняла. укажете номер госрегистрации, инвентарный номер, название проекта, название полностью укажете. И номер Всё, там. спасибо, вот очень важно это момент. Сұрақтарыңыз бар ма? Есть? Құрметті әріптестер, саламатсыздар. Кешіріңіз, мен бүгінгі осы видеоны бәрін көре аламыз ғой ютубтан, иә? Толығымен. Иә. Бүгін, иә? Рахмет, хорошо. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақ жоқ болса, келесі баяндамаға өтейік, рұқсат болса. Келесі баяндама бұл гранттық қаржыландыру, бағдарламалық нысаналарды қаржыландыру бойынша өтінімдерді беру тәртібі. Баяндамашы сараптама департаментінің
департамент басшысының орынбасары Бүркітбаев Жасқайрат Газович. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің даусым барлықтарыңызға естіліп тұр ма екен? Жасқайрат, экраныңызды, слайдты бүкіл экранға шығарсаңыз, F5-ті басып. Я шығарып қойдым. Жоқ, шыққан жоқ. Ма? Я Сіздерге. Ага. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Бүркітбаев Жасқайрат Газович, заместитель директора департамента ТГНТ. Сегодня данный вебинар посвящен на распространенные проблемные вопросы по оформлению и подаче заявок в рамках конкурсов грантового и программного целевого финансирования. Все заявки подаются сейчас онлайн через систему АОНЦ ГНТ. И после окончания конкурсов все заявки проверяются на соответствие требований правил организации проведения ГНТ, утвержденных приказом министра. На 5 пунктов: соответствие оформления заявки требованиям конкурсной документации, отсутствие фактов дублирования темы, цели и задачи объекта ГНТ ранее одобренными либо одновременно поданными объектами ГНТ. Следующий пункт: наличие участника конкурса на грантовое программное целевое финансирование свидетельство об аккредитации субъекта научно-технической деятельности. Четвертый пункт: соответствие научного руководителя требованиям конкурсной документации. Пятый пункт: соответствие ожидаемых результатов требованиям конкурсной документации. Когда вы заполняете, подаете заявки в информационной системе нашей, у вас будет доступны вот этот 5 пунктов, 5 разделов в системе. Основная информация, расчет запрашиваемого финансирования, исследовательская группа, необходимые документы для участия в конкурсе, описание объекта. Все сведения, которые вы указали в информационной системе нашей, они должны быть отражены в идентичности пояснительной записки. Иногда бывает разночтение наименования темы, вид исследования, область исследования. То есть в этих конкурсах учтите, пожалуйста, обратите внимание на эти моменты. Все информации, которые вы укажете в системе у нас в АИС, они должны быть идентичны с пояснительной запиской заявки. Потом, если вы подаете заявки на 3 языках, они должны между собой быть идентичны. На русском, на государственном, на английских языках. Точь-в-точь. Если вы указали вид исследования фундаментальный, во всех заявках должны быть вид исследования фундаментальный. Иногда бывают распространенные моменты. В системе указывает фундаментальный, на русском прикладной. В связи с этим мы на основании этого отправляем заявки на доработку. Следующий у нас слайд. В рамках программы целевого финансирования в обязательном порядке необходимо указать номер научно-техническое задание. Все ожидаемые результаты, все пункты должны соответствовать НТЗ, выбранному НТЗ. Если НТЗ бывает в практике, мы видим, допустим, в системе указывается номер 5, пояснительной записки 6. Это уже разночтение будет. В связи с этим при заполнении именно программно-целевого финансирования обратите внимание на нумерацию научно-технического задания. Вот. Теперь будем останавливаться на вышеуказанные структуры по отдельности. Вот. Иногда бывает в системе пишет название корректное, но в пояснительной записке указывается чуть-чуть отличие будет. Одно слово меняет значение наименования темы. В связи с этим, когда вы заполняете заявки в информационной системе, и пояснительные записки заявки обязательно должны быть идентичны. Особое внимание обратите на идентичность, потому что этот пункт прописан, конкурсная документация, 5 раздел, 1 пункт 5 раздела.
заявка должна быть идентична на всех языках и информационной системе. То же самое касается вот здесь на вид исследования. Выше упомянул, допустим, в системе прикладной заявки фундаментальная. Соответственно, ожидаемые результаты, требования к самой заявке уже меняются, потому что от вида исследования зависит все. При подаче на конкурс программно-целевого финансирования в обязательном порядке необходимо обратить на стратегические программы. Стратегические программы в рамках каждого конкурса мы заполняем стратегические программы, и необходимо правильно выбрать, правильно заполнить информационной системе. Вот, допустим, вот здесь наглядные примеры приведены. А еще самые распространенные проблемные вопросы у нас это выбирает в системе, допустим, приоритетное направление выбирает энергия, передовые материалы и транспорт, специализированное направление водородная альтернативная энергетика. Но в самой заявке просто может написать альтернативная энергетика или водородная энергетика. Необходимо полностью системы копировать или полностью в идентичности самой заявки указать вот эти данные, потому что от приоритетного направления зависит ожидаемые результаты, требования к научному руководителю и дальше. Вот. Это самый главный вопрос при проверке на соответствие требованиям конкурсной документации в области исследований. Многие задаются вопросом, что указать на область исследований. Область исследований у нас в системе называется классификатор научных направлений. Что выбрали информационной системе, то необходимо указать на 3 языках пояснительной записки заявки. Если указали инжиниринги, технологии, нанотехнология, нанонауки и нанотехнология, вот эта информация на 3 языках или на 2 языках должны быть у вас в самой заявке. Следующее у нас по расчету запрашиваемого финансирования. Расчет запрашиваемого финансирования указывается без указания 1000. Вот, допустим, у вас раздел расчет запрашиваемого финансирования, вы там указываете 1 000 000. Допустим, в данном случае, на примере, условно, 120 миллионов. Прямо из 1000, вот это 120 миллионов укажите самой заявке на 3 языках или на 2 языках, которые вы представляете к нам на конкурс. Во время подачи многие заявители нам задают, как заполнить исследовательскую группу, как добавить дополнительного персонала. Вот здесь после заполнения основного персонала у вас, допустим, основной персонал будет 5. Заполняете все данные основных персонал. После него будет у вас функция плюс. Через нее вы заполняете дополнительный персонал. И дополнительные персоналы должны, вот эта информация в 3 местах должны быть идентичны. То есть исследовательская группа в самой системе, потом расчет запрашиваемого финансирования, фонд оплаты труда, 3 таблица. Если указали 10 количество, вот эта информация должна быть в 3 таблице. И в 2 таблице самой пояснительной записки заявки. Они должны быть идентичны. В практике мы замечаем, что заявки указывают 10, в информационной системе 8 и самой таблице 3 оплата труда 6. Это уже разночтение. От этого количества зависит ход исполнения проекта. В связи с этим на этих конкурсах, которые будут объявляться, просим особое внимание уделить на идентичность.
Вот про это я уже вам сказал. Вот расчет запрашиваемого финансирования заполняется, второй блок полностью. 1000 в конкурсной документации указывается без 1000. При заполнении заявки укажите, пожалуйста, 1000. Допустим, в практике мы видим, они, заявители, то есть наши заявители указывают 120 миллионов, после 120 миллионов, запятая и 1000. Это уже миллиардные суммы будут. В связи с этим на это особое внимание просим обратить. Сами знаете, 2023 года разработан уровень, методика определения уровня готовности разработок от 0 до 9. В этом году от 10 января 2025 года внесено изменения и дополнения в данную методику. Данная методика доступна на сайте adlet.zan.kz. Здесь ссылка указана. При подаче заявок просим ознакомиться с данным документом. Вот здесь все шкала уровня технологической готовности. Так. Вот самый важный момент — соглашение о вкладе частного партнера. Да, в конкурсной документации есть оговорка в произвольной форме. Там еще через запятую написано заверенными печатями и подписями. Самая распространенная ошибка при предоставлении данного документа: подписывает одна сторона с печатью, другая сторона без печати и без подписи. Вот это самый правильный вариант. Этот слайд у вас будет доступен у нас на сайте. Можете посмотреть. В этих конкурсах учитывать вот эту форму. Вот ошибка. Допустим, подписывает только директор и ставится печать организации. А согласно конкурсной документации должна быть подпись с обеих сторон и заверенная подпись. И потом, когда вы указываете сумму соглашений, необходимо пропорционально по годам указывать. Не одним траншем, а на все 3 года. Допустим, 24 год, 26 год, 27, 28 года пропорционально разделить сумму. Теперь необходимые документы. К нам обращаются во время подачи заявок, к нам очень часто обращаются по необходимым документам. Есть конкретные критерии необходимых документов. Там размер, формат предоставления файлов, док. Необходимо в каждом пункте прописано формат и размер файлов. Если вы будете обращать на это внимание, у вас все загрузится. Вы просто иногда заявители не обращают внимания, и система не дает загрузить файл, потому что не того формата или не того размера. Если у вас будут дополнительные документы для загрузки в рамках проекта, у вас доступна функция «Добавить». Через нее можете добавить несколько документов, которые не требуются в конкурсной документации. При необходимости. Соответствие научного руководителя. Согласно конкурсной документации должен быть резидентом, удостоверение личности, срок не должен быть истек, доктор наук, кандидат наук. Вот это все должны в системе прикреплены подтверждающие документы. В профиле научного руководителя в обязательном порядке должны быть ссылки в международные базы данных Scopus, Web of Science и их Wordsit и шаблон ссылки. Потому что мы во время проверки на соответствие требованиям конкурсной документации открываем по ссылке, проходимся по публикациям и проверяем по данным ссылкам.
Вот здесь все необходимые пункты. Еще самое главное, если вы привлекаете зарубежного зарубежного члена исследовательской группы, то к нему распространяется требование к научному руководителю за исключением гражданства, то есть резидентства, не гражданства, а резидентства. То есть у научного руководителя, у зарубежного должны быть идентичная информация в профилях, область исследования, классификатор научных направлений должны быть. Если указали инжиниринг технологий, у зарубежного тоже такая информация должна быть. И межгосударственный рубрикатор тоже самое. Допустим, указали охрана окружающей среды, экология человека. У зарубежного точно такая информация должна быть в профиле. У нас в практике замечается, что заявители в один пункт добавляют все публикации научного руководителя именно в казахстанских журналах. Необходимо, если требуется, согласно конкурсной документации, если требуется 5 публикаций, то необходимо через функцию плюс добавить 5 раз и 5 разных публикаций, которые соответствуют в рамках данного проекта. Вот здесь приведены примеры. Самый главный момент – публикации научного руководителя должны быть в журнале, действующем журнале. Если публикация, у журнала охват прекращен в базе Scopus, то это не считается. Это прописано в конкурсной документации. В многом случае указывают вот эту публикацию, которой охват прекращен, и когда мы отправляем на доработку, возмущаются заявители. Почему? Потому что в конкурсной документации есть отдельный пункт. В листах discontinued titles это не считается, если журналы исключены из базы. Должны быть действующие индексируемые журналы в данных базах. Направление журнала, направление публикации должны соответствовать направлению проекта вот здесь. Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты необходимо согласно виду исследования и классификатору научных направлений с конкурсной документацией нужные пункты взять и поставить заявку. Иногда бывает пропускает ошибки в количестве, не указывает, когда пишет в произвольной форме, не указывает базы данных международных, Scopus, Web of Science, просто опубликование статей в международных журналах. В конкурсной документации так не прописано. Конкурсная документация – конкретные критерии, конкретное количество, конкретное наименование базы данных указано. В связи с этим, когда вы заполняете заявку, необходимо с конкурсной документации взять. Вот, при заполнении заявок в рамках программно-целевого финансирования необходимо выбрать научно-техническое задание. Там есть прямые результаты, конечные результаты. Полностью в идентичности должны соответствовать. Вот ожидаемые результаты, приведенные примеры, прямые, конечные результаты должны соответствовать выбранному научно-техническому заданию. У меня все. Если вопросы будут, отвечу. Артем Сангазович, менде болды. Рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Есть ли вопросы, уважаемые коллеги? Добрый день. Слышно, да? Да. Слышно. Ага, добрый день, это Казуму Эмемия Блайхана.
По поводу ожидаемых результатов и статей, требования к статьям, которые указаны в конкурсной документации, там указаны процентили, да, и базы данных. У вас была приписка, да, что эксперты ценят, да, когда указывают конкретный журнал. Вот можно ли указать несколько журналов с показателями? То есть и Нет. в процессе прохождения конкурса, и в процессе реализации проекта, если будет опубликована статья в одном из этого перечня. В качестве дополнительной информации вы можете указать в ожидаемых результатах конкретные наименования журналы с процентилями, с указанием квартилей. Но ваши ожидаемые результаты должны соответствовать с конкурсной документацией. А количество, качество журналов в качестве дополнительной информации можете указать. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, задавайте. Арман, тыңдап отырмыз сізді. Не, жалпы мынау осы заявка берген кезде осы реферат жаңа не саламыз ғой, аннотация саламыз ғой, білеміз ғой. Сол кезде осы саны мысалы 200 сөзден артық сыймай жатады. Осындай бір жағдайлар болып жатады. Осы мәселе қалай шешілді екен? Қысқартуға тура келеді ғой, сол кезде несін жаңағы бөліктерін ше. Ол мәселелер әр конкурстың шеңберінде туындаған кезінде сұрақтар көп өтінім берушілер мысалы бір бөлімге алады да барлық жаңағы ожидаемый ол аннотация бөлімі 3-ке бөлінеді ғой, бірнеше бөлікке. Аннотация, сіздің оның мақсаты, міндеті, күтілетін нәтижелер. Соның барлығын алады да көп жағдайда жаңағы аннотацияға отырғызады. Сол жерде система оған рұқсат бермейді. Әр бөлімге өз рұқсат етілген сөздің шегі тұрады ғой, соның шеңберінде толтыруларыңыз қажет. Сонда система әрі қарай жүйе сіздерге рұқсат береді. Дұрыс айтасыз, біз енді амал жоқ, сол жаңағы берілген жаңағы неге саламыз ғой. Жаңағы қанша мүмкіндік бар, бірақ енді сол кезде кішкене қысқартуға тура келеді аяқ жақтарын, немесе сөзді басқаша жазуға тура келеді. Осы қате болып кетпей ме кейін деймін да, ойлаймын да. Жоқ, конкурстық құжаттаманың шеңберінде рұқсат етілген 300 сөз, 600 сөз деген сол жүйеге отырғызылады әр конкурстық шеңберінде. Просто енді жағдай болған, сондай сыймаған жағдай, соған айтып отқаным ғой. Иә, болып тұрады бұл сұрақ конкурс кездерінде. Можно вопрос? Да, Еще? У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Вы в одном из как-то обсуждений сказали на 3, а потом на 2 языках. В каких случаях на 2 языках подается заявка? Это вот первый вопрос у меня. В конкурсной документации прописано либо на государственном, либо на официальном, то есть на русском, но английском языке обязательно. Ну, то есть можно, если на казахском и на английском. Да, либо есть там. На русском, на английском. На казахском тогда не нужно, и на русском не нужно, если на казахском подается основная, да? Правильно? Да. То есть можно на 2 языках. Все, да, спасибо. Английский, русский, либо английский, казахский. Спасибо. Еще второй вопрос. Вот по софинансированию. В связи с тем, что мы раньше подавали, у нас есть этот опыт. Вот встает такой вопрос. Иногда некоторые фирмы, например, софинансирование не в деньгах, а в каких-то услугах это предлагают, но оцененные в деньгах, естественно. Но нам, например, по задачам, выгодно, невыгодно, может быть, правильнее сделать, например, на какие-то отдельные, например, на 1, на 2 год, а на 3 не оставлять. Как тогда мы можем распределить вот эти вот средства на 3 равные части, как вы сказали? И можно ли, например, если у нас несколько фирм, которые софинансирование оказывают, например, оставить какую-то отдельно, то есть это по деньгам разделить нужно на 3 равные части, либо по фирмам, каждую фирму на 3 части, как правильно? Например, у нас, например, было вот 3 фирмы, и мы, по нашему мнению, мы правильнее было так. Одна у нас 1, 2 год, а одна 1, 2, 3 год. Но мы могли бы даже сделать, потом по требованиям сказали, что ровно на 3 части, и нам пришлось переделывать договор
и ровно на 3 части делить, но для самого проекта это было не очень хорошо, потому что нам важно было, чтобы мы набор сделали, закончили уже во 2-й год. И вот как в таких случаях делать, как правильно? Здесь, если вы привлекаете частного партнера в рамках каждого, допустим, 1% должен быть, правильно, согласно конкурсной документации от общей суммы. Если одна организация, то есть одна ТО, предлагает 1%, вот этот 1% на 3 года пропорционально надо разделить. Вы же заключаете с ними соглашение, с каждым отдельно, правильно? И эта сумма должна быть пропорциональна по годам. А если несколько фирм, и мы можем, например, ну, тот же, там больше 1% у нас получается, например, но мы можем сделать так, например, 1 год одна фирма, и это как раз будет 1%, а потом другие 2 года другая фирма разделить точно так же, что покрывает этот 1%, больше даже. Вот так возможно это? Такой вариант? Здесь конкурсная документация не рассмотрена такой. Если вы привлеченная сумма с одной организации, то есть с одной частного партнера, она должна быть пропорциональна на каждые 3 года делиться. И независимо от того, что если, например, у нас идет набор, то есть неважно, все равно мы на 3-й год также оставляем эту же сумму. Все поняла. На 3-й год, да. И Пропорционально. если вторая фирма, она не может покрывать, например, если мы возьмем, в 3-й год возьмем другую фирму, она нам тот же процент даст, но она нельзя, чтобы одна фирма не разделить на 3 года, да? Да. А еще такой момент, тоже про софинансирование. У нас в проекте в этом было такое, что одна фирма, она прекратила свое существование, мы заменили другой фирмой, то есть для выполнения подобных задач, и даже сумма больше. То есть это возможность, как она правильно прописывается, и чтобы не было потом проблем. Замена софинансовой организации только через ННС. Да. Только через ННС? Да. Понятно. Есть еще вопросы, коллеги? Добрый вечер. Можно вопрос задать? Қойыңыз. Так, сәлеметсіздер ме? Менде көбінесе сұрақ конкурсная документацияға қатысты болады. Вот сейчас объявили конкурс на молодых ученых, да, ДФ. И вопрос такой, можно ли подавать в качестве руководителя и на КМУ, и на ГФ, например? В прошлом году были случаи, когда, я смотрела заседание ННС, например, одобрили и ГФ, прошел проект, и КМУ. Но на тот момент, когда уже ГФ прошел, КМУ конкурс, то есть договор был уже заключен, и, соответственно, второй проект уже у них не прошел. Все зависит от условий конкурса. Все так же, да, будет? Да. В этом году? Хорошо, спасибо. Теперь второй вопрос. Исполнитель в 2 проектах действует только в рамках одного конкурса или это суммарно для ГФ и КМУ? Вообще для всех конкурсов? И ПЦФ, и коммерциализации, если всех брать. Для всех. То есть в общем только в 2 проектах человек может как исполнитель участвовать? Я правильно поняла? Да. Еще есть вопросы? Алуа Омарова. Сәлеметсіздер ме? Спасибо. Вопрос по заявкам, которые не набрали пороговые баллы, либо были возвращены в Комитет науки по несоответствию после формальной проверки. Они могут заново подаваться? Вопрос в этом году? Касательно первого вопроса, не набрал пороговый балл, уже не могут участвовать, так как уже по данной заявке проведена работа экспертиза. Если у вас возвращен Комитет науки, необходимо доработать, внести изменения и потом отправить. А те, которые были
Не набрал пороговый балл, больше не могут участвовать, потому что по нему уже экспертиза проведена. Хорошо, а те, которые после формальной проверки были отклонены? Если у вас, статус заявки возвращен в комитет науки, можете доработать, дополнить и потом подавать, внести изменения. Даже те, которые не были дальше Нет, допущены вы на можете подавать экспертизу? с учетом всех замечаний, исправить. То есть по формальному, это те, которые после формальной Да. проверки, после исправления, Да. можно подавать заново, а те, которые были, не набрали Нет. пороговый балл, должны вносить Уже нет. изменения. Абсолютно верно. Хорошо, спасибо. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? А те проекты, которые дошли до ННС, но не набрали, ну, не хватило финансирования, они могут быть поданы повторно? Нет. Нет. Еще есть вопросы? Сұрақтарыңыз бар ма? Арғын Мырза. Да, здравствуйте. Я из компании «Казгидромедь». У меня такой вопрос, немножко, может быть, не в тему, но раз уж вы сказали, что вы рассматриваете статьи по соответствии с Scopus, там все такое. Такой вопрос. Вот при подаче на конкурс статей обязательно ли иметь статьи по данной тематике, по теме заявки? Или это могут быть схожие примерно статьи, допустим, мы подаем проект по кобальту, достаточно ли иметь статьи по вольфраму там, или по другим металлам? В конкурсной документации прописано по направлению проекта. Третий пункт, третий раздел, три пункта по направлению проекта. Статьи должны быть обязательно по направлению. Да. Понял, хорошо, спасибо. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бауыржан Еркінұлы. Да, день добрый. У меня больше технический вопрос с учетом последних конкурсов ГФ, которые прошли. Есть такой пункт во всех конкурсных документациях, где написано, что именно статья «Расходы на услуги сторонних организаций» в скобках третьих лиц не могут превышать 20%. Пятая таблица, там объединены две статьи расходов. Это НОС и услуги сторон. Но их всех отправили на доработку, тех, кто даже, скажем, чисто НОС не превышал, и в сумме с услугами третьих сторон вышло больше 20%, их всех отправили на возврат. Хотя это две разные статьи расходов. У меня вопрос такой, в этом году как будет проходить именно формальная проверка этого момента? Это касается не только КМУ, вообще всех ГФ. Основной конкурс КМУ. Вы можете, на данный вопрос можем отдельно ответить вам. Потому что система сейчас дорабатывается, разрабатывается. С учетом этого можем ответить вам лично на почту. Окей, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Мақпал, Мақпал. Арғын. Я кешіріңіздер, тағы да бір-екі сұрақ бола ма? әрине. Какие требования предъявляются к софинансирующей организации в прикладных проектах, кроме минимума 1%? Конкурсный документ, произвольной форме. Требований нет. Ага. Самое главное, это он не должен быть банкротом и постоянно действующий. Хорошо, спасибо. И сумма софинансирования 1%, он должен единократно выделиться, либо ежегодно? Ежегодно, пропорционально по годам. Ежегодно. Все, рахмет. И последний вопрос, все, рахмет. Постараюсь по-быстрому. Может ли подать сотрудник, если он у нас не работает, от нашей организации, как молодой ученый, если при выигрыше уже в случае будет уже оформлен на работу? Раньше он у нас работал, сейчас в частной компании, поэтому есть ли такая возможность вообще? Да, можно. За все предоставленную информацию отвечает первый руководитель организации. Спасибо большое. Извиняюсь. Кешіріңіз, осы сұрақ бойынша нақтылап жібересіздер ме? Сонда міндетті түрде біздің де жұмыс істеу міндетті емес па?
руководитель научный, әлде қалай? Жоқ, ол бір мекемеге белгілеп қойған жоқ. Сонда біздер басқа Кез НИИ-дан келген немесе мекемеден вуздан беруге болады. біздің организациядан, біздің НИИ-дан бере берсе болады, егер де ол басқа жұмыс жерде істесе де, Болады, болады. Ондай шектеу жоқ. ондай шектеу. Жақсы, рахмет. Так, әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда келесі баяндамаға өтейік. Рұқсат болса. Рахмет, Жасқайрат Газымұлы. Келесі неңізді слайдты өшірсеңіз. Құрметті әріптестер, келесі баяндама бұл ғылыми техникалық зерттеулер нәтижесін коммерциализацияландыру бойынша баяндамашы Келемсейіт Назым Ермекқызы, департамент басшысының орынбасары. Сөз сізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Назым, слайдты бүкілік. Аға, болды. Менің есімім Назым Ермекқызы Келемсей. Рұқсат болса, мен ары қарай конференцияны орыс тілінде, ресми тілде жалғастырсам. Еще раз добрый день, коллеги. Наша сегодняшняя конференция посвящена проблемным вопросам по оформлению и подаче заявок в рамках грантового финансирования наиболее перспективных проектов коммерциализации результатов научно-технической деятельности в автоматизированной информационной системе. Относительно данного выступления хотела отметить то, что мы не стали останавливаться на именно пунктах по оформлению в АИСКе. Мы хотели остановиться, перейти сразу к проблемным вопросам, которые возникают при проверке на соответствие требованиям конкурсной документации. К основным вопросам конкурсу относятся: первое, конкурс на проект коммерциализации результатов научно-технической деятельности выдается на грантовой основе и предоставляемый на безвозмездной и безвозвратной основе из государственного бюджета. Основным условием для участия в данном конкурсе является результат научно-технической деятельности, то есть РНТД. Как ранее моя коллега уже озвучила, проинформировала вас касательно общих понятий РНТД и как его регистрировать, как его получать, я, наверное, на этот вопрос и буду останавливаться. Также такими основными вопросами являются для участия в данном конкурсе РНТД, то есть результат, да, который будет участвовать, будет коммерциализироваться, и сопутствующие к нему документы, это объекты интеллектуальной собственности, должны подаваться от заявителя. Также к ним относится материально-техническая база. То есть, как показывает практика, у нас получается так, что заявитель предоставляет РНТД для участия, предоставляет свой ОИС, то есть объект интеллектуальной собственности и материально-техническую базу. При проверке на соответствие требованиям конкурсной документации у нас выявляется то, что данные объекты не принадлежат заявителю. В этот момент, пожалуйста, заявители, мы вас очень просим обратить внимание, чтобы данные документы были правильно переданы на правовом поле заявителю, то есть на основании договора уступки либо лицензионного договора. Также следующий слайд. Мы вам предоставили тут статистику касательно двух предыдущих конкурсов. То есть это конкурс на грантовое финансирование проекта коммерциализации на 24-26 годы, а также 25-27 годы. Как вам известно, в первом конкурсе у нас участвовало 406 проектов, из них 78 проектов у нас количество заявок, возвращенных заявителям, как несоответствующих, то есть без проведения экспертизы. 17 проектов – это у нас количество заявок, не вернувшихся с доработки. У нас на практике бывает то, что когда мы направляем заявки на доработку с замечаниями, получается так, что заявители со своей стороны не успевают в установленный срок заново переподписать и отправить заявку. И в этом случае у нас возникает такая проблема, что некоторые из заявок просто не возвращаются с доработки. Также касательно второго конкурса, у нас
Из 439 заявок 152 заявки были возвращены как несоответствующие. 58 из них, в том числе дополнительно, также не были возвращены из доработки. Следующий вопрос. Это основные вопросы, которые мы направляем на доработку. С левой стороны у нас указан первый конкурс и второй конкурс и количество заявок. Первый вопрос на доработку, это у нас направляется по финансовой части заявки. Второй по составу проектной группы. Третий отсутствие необходимых документов. Четвертый по содержанию документов заявки. Если мы будем детализировать данные вопросы, то мы видим по финансовой части, это первая наша постоянная проблема, это со стороны заявителей не соблюдается пропорциональное распределение сумм запрашиваемых грантов по годам реализации. То есть, как вам известно, в рамках конкурса на грантовое финансирование проектов коммерциализации есть требования о том, что финансирование, общая сумма гранта должна пропорционально распределяться по годам. То есть этот процентаж заранее у нас в конкурсной документации уже устанавливается. Следующий вопрос. Это у нас также не соблюдены пропорциональное распределение сумм софинансирования по годам. То есть процентаж пропорциональности по гранту также распространяется на суммы софинансирования. Как вам видно, в первом конкурсе 37 заявок, во втором 125 заявок были направлены на доработку по этим признакам. Следующий момент. По составу проектной группы. У нас здесь возникают вопросы, когда со стороны заявителей не предоставляются документы, подтверждающие опыт специалиста по коммерциализации. Нам всем известно, в рамках конкурсной документации, утвержденной по данному конкурсу, участие специалиста по коммерциализации является обязательным требованием. И в конкурсной документации обязательно присутствует пункт о его стаже, обязательно, который он должен подтвердить указанными там документами. Также не предоставлены либо не в полном объеме предоставлены копии документов, удостоверяющих личность. Также в конкурсной документации у нас есть пункт, где необходимо предоставить документы членов проектной группы. И часто бывает то, что заявители предоставляют пакет документов на член проектной группы, в многих случаях удостоверение личности просто забывают прикладывать. Это тоже, в свою очередь, является основанием для возврата заявки как не соответствующей требованиям конкурсной документации, потому что это уже требуется утвержденной конкурсной документацией. Третье у нас требование – это не предоставлен действующий сертификат профессионального бухгалтера. В следующем слайде я вам буду детализированно показывать, давайте я так быстро пройдусь. Следующий. Не предоставлен документ, подтверждающий опыт работы бухгалтера. Не предоставлены документы, подтверждающие резиденцию членов проектной группы. Так, у нас всем известно, в рамках, как я уже ранее сказала, в рамках данного конкурса участие специалиста по коммерциализации в данном конкурсе является обязательным, и его опыт должен составить не менее 3 лет. Для подтверждения его опыта в конкурсной документации отражены ряд документов, которые могут быть основанием для подтверждения стажа. Это трудовая книжка, трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения, выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений. Также заключение или прекращение трудового договора, выписки из ведомости выдачи заработных плат работникам, послужной список, подписанный, заверенной печатью работодателя, архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника, также вступившие в законную силу решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений. Данный свод документов был взят из трудового законодательства, то есть в рамках законодательства
трудовых отношений, мы требуем данные документы от заявителей. Однако в ходе конкурса от заявителей в качестве подтверждения стажа предоставляются документы. Это первое у нас часто встречающееся, это выписка из пенсионного фонда, где указаны его пенсионные начисления. То есть указывается организация и указывается его начисление. Мы не можем также подтвердить, кем он являлся, есть ли у него соответствующий стаж по коммерциализации. И данный вопрос у нас остро стоит, и поэтому мы данный документ вам показываем в качестве примера. Также бывает, очень часто даже встречается то, что работодатель предоставляет справку от себя о том, что данное лицо является маркетологом, либо менеджером по продвижению проектов или продаж. Данная справка также не является основанием для подтверждения стажа специалиста по коммерциализации. Обратите, пожалуйста, особое внимание. Следующий момент. Как я уже ранее сказала, для данного конкурса участие профессионального бухгалтера в рамках стартап-компании. То есть в случае, когда грантополучателем становится стартап-компания, это вновь создаваемое юридическое лицо, и обязательно к нему должен участие профессионального бухгалтера в рамках грантополучателя в виде стартап-компании обязателен. Также в последнем конкурсе у нас дополнительные требования были включены о том, что к бухгалтеру также требовался стаж не менее 3 лет. Как показывает практика, в многих случаях в качестве подтверждения либо сертификата профессионального бухгалтера нам предоставляет сертификат о повышении квалификации бухгалтера. К сожалению, данный документ не является подтверждением либо основанием для данного пункта. Да, для этого у нас есть специализированные компании сертифицированные, которые выдают соответствующий сертификат профессионального бухгалтера. Следующий момент касательно проектной группы. Как вам известно, в рамках конкурсной документации к членам проектной группы предъявляются такие требования в виде гражданства либо резидентства. К сожалению, на практике у нас часто бывает, когда участвует зарубежный член проектной группы, от него в виде подтверждения резидентства предоставляется свидетельство о регистрации индивидуального идентификационного номера, либо иного документа. Хотя, согласно налоговому законодательству, у нас есть утвержденная форма данного документа, который выдается раз в календарный год, он должен обновляться. Минуя это требование, заявителей предоставляет нам абсолютно другие документы. Также необходимо обратить внимание, в рамках данного конкурса нам предоставляют сертификат о резидентстве с истекшим сроком действия. Обратите внимание, он выдается на 1 календарный год. Следующий момент. Вопросы по доработке. Отсутствие необходимых документов. Согласно конкурсной документации, у нас к смете расходов должны предоставляться коммерческие предложения от 3 альтернативных организаций. Но на практике у нас получается так, что заявители прилагают к заявке неактивные ссылки к торговым площадкам. Бывает также, что требования о 3 альтернативных коммерческих предложениях вместо предоставляют только 2, либо 1, либо иногда вообще отсутствуют. Данные требования тоже являются основанием для возврата заявки без проведения экспертизы. Следующий пункт. Отсутствие договора уступки РНТД ОИС на заявителя. Тоже, как я уже ранее сказала, все РНТД и все права на ОИС должны принадлежать на момент подачи заявителю.
Если мы видим, что РНТД принадлежит другой организации и ОИС также, мы во время доработки в качестве замечания указываем заявителям о том, что он должен в целях обеспечения имущественных прав на РНТД и ОИС должен предоставить договор вступки либо лицензионный договор. Также следующий момент. Отсутствие свидетельства о аккредитации заявителя. Данный пункт тоже является актуальным. Почему? Для участия в данном конкурсе наличие свидетельства об аккредитации субъекта научно-технической деятельности является тоже обязательным условием. Но во время участия в конкурсе заявителями прилагаются либо другие свидетельства, не тот, который нам нужен, да, согласно законодательству в сфере науки, либо прилагается свидетельство с истекшим сроком действия. Также следующий пункт. Не предоставлены документы, подтверждающие соответствие РНТД 6-му уровню технологической готовности. Данное требование у нас уже второй год, как является обязательным. То есть разработка РНТД, опытно-промышленный образец, который будет участвовать в конкурсе, должен соответствовать уровню 6, либо выше уровень технологической готовности. По этому пункту я сейчас еще детально буду рассказывать. Далее. Не предоставлены копии действующих охранных документов на ОИС или заявки на получение охранного документа на ОИС на английском языке. Как вам известно, проекты коммерциализации результатов научно-технической деятельности проходят технологическую экспертизу и экономическо-маркетинговую экспертизу. В рамках технологической экспертизы участвуют два эксперта. Один зарубежный эксперт по зарубежному опыту, второй отечественный казахстанский эксперт. Для объективной и всесторонней оценки вашей заявки данные документы, согласно конкурсной документации, должны быть переведены на английский язык. Отсутствие переводов на данные документы является основанием также возврата заявки без проведения экспертизы. Следующее. Не предоставлен технологический план реализации проекта, экономический маркетинговый план реализации на английском языке. Как вам известно, в рамках конкурсной документации утверждены проекты технологического плана, экономическо-маркетинговых планов. В многих случаях получается так, что заявители, апеллируя техническими ошибками, либо другими моментами, не прилагают перевод на английский язык данных документов. Как я уже сказала ранее, отсутствие перевода на английский язык вышеуказанных документов также не является возвратом ввиду невозможности направления его в технологическую экспертизу. Далее. Не представлены правоустанавливающие документы на имеющуюся материально-техническую базу. В рамках данного конкурса заявители заявляют материально-техническую базу в рамках заявки. Предоставление МТБ в рамках заявки требует от заявителя предоставления правоустанавливающих документов для обеспечения имущественных прав. Так, следующее. Вот, как я уже ранее сказала, уровень технологической готовности на момент подачи заявки, они должны соответствовать 6-му уровню технологической готовности и выше. Она определяется методикой определения уровня готовности технологий, технологической готовности организации, утвержденной приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан. Вот ниже привели вам QR, вы по нему можете пройти, открыть и перейти к данному документу. Для подтверждения 6-го уровня от вас необходимо ряд перечень показателей результативности, ряд документов.
Первое. Опубликование научного труда технической документации. Как вам известно, при разработке опытно-конструкторского образца для коммерциализации проводится исследование. Все труды должны быть уже опубликованы. Далее, техническая документация. К ним относятся у нас технические паспорта, чертежи, схемы, спецификации, руководство по эксплуатации и обслуживанию, технические условия, технологические инструкции и регламенты, программные документы для программного обеспечения, а также сертификаты качества. Вот эти все документы прилагаются в рамках технического документа. Второе. Тестирование полномасштабного полнофункционального прототипа в условиях соответствующей реальности. То есть до момента участия в конкурсе вы должны уже протестировать прототип в соответствующей реальности и должны приложить к нему автоиспытания. Третье требование. Опубликование научного произведения, публикации, монографии, разработка программного обеспечения, получение полномасштабного прототипа и объекта авторского права. Я думаю, здесь комментарии не нужны. При разработке исследования вот эти все документы у вас должны быть в наличии. Четвертый момент – это получение авторского права, патента на изобретение, полезную модель, научного труда с оформлением технической документации протокола испытания. То есть для подтверждения 6-го уровня технологической готовности вашего прототипа, он должен пройти все исследования, подготовлены все технические документы и обязательно наличие обязательно авторского права, патента должны быть в наличии. То есть, как у нас ранее было, мы ранее регулировали данный вопрос приказом Комитета науки МНБОРК. Там вы в качестве подтверждения 6-го уровня могли приложить заявку на получение патента, либо могли подтвердить приказом о том, что данная разработка является коммерческой тайной. Но в данном случае, уже утвержденной нормативным правовым актом, те документы уже не действуют. Вы должны именно подтверждать 6-й уровень вот этим перечнем документов. Следующее. Касательно техдокументации, она у вас своя зависит от вашей разработки. Следующий момент – это у нас образец свидетельства авторского права, это государственный образец. Следующий образец – это у нас образец патента. То есть все патенты, все авторские свидетельства должны быть государственного образца и соответствовать данной форме. Следующий момент – это у нас несоответствие соглашения совместной деятельности. То есть в рамках конкурса коммерциализации стороны должны в обязательном порядке предоставить соглашение о совместной деятельности. Форма данного договора, соглашения утверждается в рамках конкурсной документации. И при проверке на соответствие конкурсной документации заявки у нас всегда выявляются такие несоответствия в части оформления данного документа. Пройдите, пожалуйста, по QR, посмотрите полный образец данного документа. То есть для правильного оформления данного договора вы должны обратить внимание, это именно с указанием размера софинансирования в сумме не менее 20% от общей стоимости гранта проекта, условия реализации проекта, срока действия договора, наименование проекта, наименование конкурса, а также условия предоставления объектов материально-технической базы со стороны частного партнера, отраженных в технологическом плане реализации проекта. То есть в рамках данного договора софинансируются средства именно в денежной форме, а также частный партнер может предоставить в рамках данного договора предоставить материально-техническую базу. Как у нас показывает практика,
когда частный партнер предоставляет материально-техническую базу, он его отражает в договоре, но не прилагает правоустанавливающие документы. То есть мы не знаем, является ли он правообладателем данного НТБ или нет. Это тоже как бы является нарушением. Обратите, пожалуйста, особое внимание. Данный пункт всегда присутствует и присутствовал в конкурсных документациях. Следующий момент у нас вопросы по доработке именно по содержанию документов, а именно несоответствие данных, указанных в технологическом, экономических, маркетинговых планах реализации проекта, а также несоответствие их с указанными в информационной автоматизированной системе АО НЦГНТ. Что это значит? В рамках конкурса заявитель составляет технологический план реализации, а также экономическо-маркетинговый план реализации. У нас часто бывает то, что при составлении данных документов заявитель предоставляет разную информацию в рамках этих двух документов. Например, это касается наименования грантополучателя, либо сумм гранта, либо сумм софинансирования. Это может быть наименование проекта. Такие моменты у нас часто также встречаются и являются основанием для доработки. Также третий момент – это когда информация в технологическом плане и экономическом маркетинговом плане могут быть идентичны, но не идентичны с автоматизированной информационной системой. То есть, когда мы проверяем на соответствие требованиям конкурсной документации, выявляется, что в двух планах одно наименование, а в информационной системе другое. Это также является нарушением принципа идентичности и является основанием для возврата данной заявки. Следующее. Несоответствие данных, указанных в договоре о совместной деятельности. То есть, как я уже ранее указала, данные в технологическом, экономическом, маркетинговом планах и в информационной системе должны также соответствовать в договоре о совместной деятельности. В многих случаях у нас бывает, что в договоре о совместной деятельности указывают другого частного партнера, и также данная заявка потом подлежит к возврату. Следующий момент – несоответствие данных, указанных в презентации. Как вам известно, в рамках конкурсной документации у нас также есть проект презентации. Данный документ также является актуальным, и все данные, указанные в презентации, должны быть также идентичными, что и в предыдущих документах. Последний момент – это у нас дублирование и плагиат. В многих моментах у нас выходит дублирование и плагиат. Данные замечания у нас направляются на доработку заявителю для доработки. В многих случаях у нас заявители исправляют данное исправление, хотя она, согласно конкурсной документации, также является основанием для возврата заявки без проведения экспертизы. Следующий момент. Это момент идентичности. Как я уже ранее сказала, в рамках проекта вы заполняете информацию. Это в информационной системе АО НЦГНТ, в экономическом маркетинговом плане, технологическом плане, презентации и договоре о совместной деятельности должны быть идентичными. Какая именно информация? В основном у нас не идентичным бывает состав членов проектной группы. Бывает, что заявитель изначально указывает одних лиц, после доработки они меняют участников, но забывают в других документах его поменять. Это также является основанием для возврата. Наименование проекта. Тоже часто бывает то, что меняют, скажем, в технологическом, экономическом маркетинговом плане, но забывают поменять его на английском языке. Третье. Наименование частного партнера. Также бывает. Это очень часто встречающаяся у нас проблема в том, что частные партнеры при составлении заявки, они может быть, у заявителя меняться, но они забывают потом исправить данную информацию у себя в предоставленных документах. Дальше. Сумма запрашиваемого гранта по годам, сумма софинансирования по годам. Также у нас бывает, что неидентичная информация предоставляется в заявке. И заявитель, грантополучатель. Бывает, в информационной системе заявителем выступает одно лицо,
а в вордовском документе технологического плана либо экономическо-маркетингового плана указывается совсем другое лицо, либо также грантополучатель. Где-то указывает стартап-компания, где-то уже зарегистрированное юридическое лицо. Данные нарушения являются основанием для возврата. Мы хотим обратить ваше внимание. Далее. Самым актуальным вопросом в рамках нашего конкурса является апелляция и пересмотр заявок. Мы от себя, как организаторы и проведения экспертизы, заявляем, что в рамках действующего законодательства в сфере науки и коммерциализации результатов научно-технической деятельности, в том числе, не предусмотрен порядок повторной проверки на соответствие требованиям конкурсной документации, то есть это в народе у нас называется формальная проверка, возвращенных заявителям как несоответствующим. То есть, если вас в информационной системе выдали вам статус возвращен заявителю, с этого статуса вы никак не можете вернуться на экспертизу. Следующий момент. Не предусмотрен порядок апелляции итогов экспертизы и пересмотр результатов экспертизы проектов коммерциализации результатов научно-технической деятельности. То есть в многих случаях к нам заявители обращаются, получив заключение экспертов технологической экспертизы, экономическо-маркетинговой экспертизы. Многие заявители к нам обращаются в связи с пересмотром данного заключения. Но мы вам заявляем о том, что в рамках действующего законодательства не предусмотрен порядок. Все, благодарю за внимание. Если у вас какие-то вопросы, мы готовы вам ответить. Рахмет, Назым Ермекқызы. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Есть ли вопрос, коллеги? У меня есть вопрос. Можно вопрос? Да. Вопрос относительно сроков, когда подаются вот эти проекты и РНТД. Есть ли определенные требования, когда на РНТД поданы результаты и когда подавать, в общем, можно на коммерциализацию? Вот этот вопрос. Да, благодарю вас за вопрос. В рамках данного конкурса срока давности РНТД нет. То есть это может быть РНТД зарегистрированный 20 лет тому назад, 10 лет тому назад, 30 лет тому назад. Это не имеет значения. Если разработка актуальна, вы можете подаваться в рамках данного конкурса. И можно даже вот буквально во время конкурса быстро это пройти РНТД, да? Потому что мы вот есть у нас... Да. Все, спасибо большое за ответ. Пожалуйста. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақ жоқ болса, онда барлықтарыңызға рахмет. Бүгінмен осы баяндамамыз аяқталды. Жалпы вебинар ертең де тағы жалғастыратын боламыз. Осы күнделікті уақытта осы сілтеме арқылы өтіп кірсеңіздер болады. Барлықтарыңызға қатысқандарыңызға рахмет. Сәттілік тілеймін. Рахмет, сау болыңыз. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.